Подкаст «Герои нашего времени» или «Как мы дошли до жизни такое». Разбираем ключевые события и тренды, сформировавшие нашу реальность. Пытаемся понять, почему мы живем, работаем и думаем именно так, а не иначе. Всем добрый вечер, хайрлы кишлер. Меня зовут Эльмира Хан, я режиссер-сценарист, и вот мы сегодня снова собрались на нашем новом подкасте. В прошлый раз мы собирались на тему измены в семье, а в этот раз у нас очень-очень интересная тема «Есть ли жизнь после смерти?». Мы будем обсуждать теории и факты реальности потустороннего мира. И, как обычно, нам помогает организовывать подкаст Равиль Закиров, главный редактор издания «Питер Татар». Я передаю ему слово. Добрый вечер. Приветствую, Эльмира, тебя, наших гостей, Эльмира Хазрата Хусаинова, председателя Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга, и эксперта-психолога Гузель Садыкова. Мой первый вопрос такой. Эта тема загробной жизни, она достаточно широко объясняется в религиозных источниках, в священных текстах. Очень интересно, как разные религиозные течения смотрят на этот вопрос. Дамир Хазрат, вам вопрос. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Глобальный такой вопрос, очень емкий. Скажу изначально, что феномен смерти, а также различные учения и веры людей относительно дальнейших перспектив посмертной жизни на протяжении большей части истории человечества занимали одно из центральных мест как в индивидуальной картине мира, так и в общественном таком мировоззрении. Потому что они определяли отношение к жизни, отношение к сегодняшнему «я» и отношение в окружающей среде. И если даже мы с вами откроем Коран, который начинается, понятно, с суры Фатихи, открывающей книгу, да, сура Бакара, самая большая сура, начинается с таких аятов: «Алиф лям мим, заликаль китабу ла райба фихи худан лиль муттакин аллазина ю'минуна бил гайби». То есть «Алиф лям мим» — это книга, нет сомнений в ней, руководство для богобоязненных, которые веруют в сокровенное. То есть отличительная черта верующего человека – это не просто исполнение канона, приверженность каким-то традициям, это вера в сокровенное. А сокровенное – это как раз воскрешение, все, что будет происходить с человеком после, о чем прекрасно все эти эсхатологическая картина, она очень детально описана в Коране и в хадисах о посланнике Аллаха, да благословит Аллах приветствует, то, что существует мир джиннов, существует мир ангелов, существует воскрешение, сбор людей, мост, по которому могут проходить над адом, расчет, мизан, весы, где будут взвешены деяния. То есть это практически целый мир, через который человеку придется пройти. И это не просто часовое, либо полудневное какое-то занятие. В хадисах описывается, что судный день, только лишь судный день будет идти 50 тысяч лет. И как раз в этот день будут происходить эти все глобальные события с определением дальнейшей судьбы человека. Ведь он уже воскрес, и теперь от его предшествующей жизни, которая была как раз полем посева, будет зависеть уже дальнейшая его участь. Жизнь в раю, либо жизнь в аду. И поэтому, если мы посмотрим все наши традиционные религии, иудаизм, христианство, ислам, то тема воскрешения, она центральная. Возьмите хотя бы христианство. Тема Пасхи, она как раз об этом. О торжестве жизни после смерти, об восторжествовании истины и возмездия. Поэтому все, что мы делаем, практически мусульмане в этой жизни, это инвестиция в нашу загробную жизнь, которая начнется с могилы и будет продолжаться, дай Бог, уже в раю. Поэтому всю вереницу событий, которые человеческая душа пройдет от того момента, когда душа выйдет из тела, и до того, как она войдет в рай либо в ад, она детально описана как в священном Коране в аятах, так и в хадисах посланника Аллаха. Да благословит его Аллах и приветствует. А вообще, как разные религиозные течения смотрят на сам процесс умирания человека, как он ходит в тот мир? Как это происходит на языке религии?
Что происходит после этого? Что происходит с душой после смерти? Понял ваш вопрос. Тут хотел бы еще упомянуть, что, в принципе, мы много слышим в нашей жизни, что человек жив, пока жива память о нем. Вот это является очень большим таким глобальным подлогом, потому что люди думают, что бессмертие человека заключается лишь в памяти о нем. Вот так думают атеисты. На самом деле человек бессмертен уже сейчас. Бессмертен он духом. Вот. И когда он уже воскреснет, он станет бессмертным и телом, и духом. Потому что, чтобы жить, ему нужна будет своя оболочка. И все, что предписано из благ в раю, будь это у христиан, там в Царстве Небесном, да, в Небесном Граде, либо у мусульман, человек там будет присутствовать и сознанием, как бы, да, духом, и телом. Вот. Сама же смерть, она является действительно очень таким великим событием в жизни человека, потому что она обязательно происходит при свидетелях. Ангелы усаживаются на расстоянии взора от человека. Шайтан приходит, чтобы последний раз попытаться искусить человека, посеять у него в сомнение милости Господа, что он его не простит. Вот это целое действие. То есть мы только видим, что вроде бы человек один находится. Нет, он уже начинает видеть тем внутренним взором или сердечным взором, как ученые говорят, видеть ангелов вокруг себя. Поэтому, когда человек умирает, обычно его глаза, как говорят, провожают его душу, которая выходит из тела. И вот в хадисах очень подробно описан этот процесс, что у верующего человека душа выходит, как вот вода выливается из кувшина, то есть мягко, аккуратно. Ангелы очень трепетно забирают душу верующего человека. Вот. И начинается вознесение этой души к небу. И она проходит много степеней неба, ворот открывается, и обитатели небес спрашивают, чья же это душа. И ангелы называют душу этого человека самыми лучшими именами, которыми он прославился на этой земле. Допустим, мы все наше возвращение, у всех наше конечное возвращение к Господу. И я думаю, что когда будут поднимать душу Равиль Эфенди, ангелы будут спрашивать, а что это за душа? Ну, это человек, который говорил правду, доносил известия там до всех. Это человек, который был известен своей добротой. То есть самыми лучшими именами, эпитетами, которыми был известен Равиль Эфенди при жизни, ангелы будут говорить, и двери будут открываться, ворота небес, и душа будет восходить, пока не взойдет туда, где будет сказано, чтобы она вернулась на землю, пребывала рядом со своим телом в мире барзах и ожидала возмездия своего Господа. Если же умирает грешный человек, то, понятно, душа не хочет выходить у него из тела, и ее ангелы выскрабывают буквально из тела, и там в хадисе упомянут такой инструмент, как расческа, которая расчесывает верблюдов в проволоке. Вот именно, вот условно говоря, ангелы выскрабывают душу из тела, чтобы вытащить, и чтобы она ушла из этого мира в мир барзах и готовилась к возмездию от его Господа. И эту душу облекают в саван, который очень смердит запахами и очень некрасив. И ангелы начинают поднимать ее к небу, и даже ворота первых небес не открываются, и она оттуда прям низвергается обратно на землю. Падает и остается рядом с своим телом в мире барзах, ожидая также возмездия от своего Господа. И вот эти все моменты, они очень подробно описаны, и невозможно, чтобы человек описал бы, опираясь лишь на информацию, условно говоря, из окружающей среды, там, преданий, либо своих каких-то там фантазий. Здесь явно виден источник извне, который дает ясную структуру информации, что он даже в загробном мире будет, его наказание будет соразмеримо и как бы справедливо в отношении его грехов. Тот человек, который сквернословил, ангелы будут разрывать его рот. То есть он будет страдать именно как бы, скажем так, ну, как бы возмездие за каждый грех, оно будет не просто справедливо, оно будет соразмерно с его грехом. Вот. Те, которые слушали гайбат, в их уши будут заливаться, как расплавленный свинец. То есть вот даже сам тип наказания, он соответствует их греху. И мы не придумывали бы наказание более жесткого, либо более справедливого, чем то, что уже описано в хадисах посланника Аллаха. Поэтому очевиден прям источник неземной. Вот если человек был очень грешный, он там и сплетничал и так далее, то есть, получается, его там комплексно будут ангелы наказывать, да? Да,
Если человек заслуживает это, в праве Бога, если у него были упущения, грехи, Бог может простить. Может быть, мы не знаем о человеке такого, чем он уже служил прощения Господа. Но если он грешил в праве людей, то люди ему это не простят. Поэтому и нужно и спрашивать прощения, избавляться и уходить из этого мира налегке. Много людей, когда лежат на смертном одре, завещать свое имущество направо и налево. То, что они набирали всю жизнь, теперь понимать, что оно ее не спасет, и пытается просто задобрить Бога, уйти как можно больше, освободившись от того, что они в этом мире набирали. Поэтому ни в коем образе нельзя пренебрегать ни совершением незначительных добрых дел, нужно их совершать, и никогда нельзя пренебрегать исполнением даже маленьких грешных дел. Ведь перевесят весы не килограмм, там не тонна, весы, представляете, они будут наполнены, одна чаша добрыми деяниями, другая плохими, грешными, и перевесит крупица. Вот эта крупица, она будет благая, начнет перевешивать чашу благих дел. Будет крупица какого-то дела плохая, а она начнет перевешивать. А мы же не знаем. Поэтому нужно стараться как можно больше делать благих дел, ни в коем случае не пренебрегать. И сторониться любого плохого дела, потому что, может быть, оно окажется тем последним кирпичиком, да, последней пылинкой на весах, который как раз и перевесит злые дела, и мы войдем с ними вместе в ад. А есть какое-то объяснение, почему только умирающий видит ангелов? Что вот в такой обычной жизни мы не видим ангелов? Сознание человека. Аллах милостью своей к людям скрыл от них. Если бы мы сейчас обладали вот этим потусторонним зрением, мы видели бы джиннов, ангелов, много чего, что просто наш рассудок просто не смог бы вынести в повседневной жизни. И только предсмертный миг, как раз когда душа подступает к крыку, да, горлу, и когда уже покаяние не принимается, человек уже становится как бы в преддверии мира будущего и уже видит. Видит шайтана, которого искушает, видит ангелов, которые садятся. И не зря ведь сколько раз мы читали это новости, что человек, пребывая в клинической смерти, поднимается над собой и видит себя со стороны. Некоторые говорят, это астральное тело, некоторые говорят, душа выходит. Но факт, что тело со стороны на себя смотрит. И потом обратно возвращается в тело, если Господь Бог не забирает его. Поэтому и сон назван в исламе сестрой смерти. И Аллах возвращает душу как бы обратно в тело, если не решает ее забрать. И поэтому если у мусульман дуа утром, когда они просыпаются, они благодарят Аллаха за то, что Он их оживил. Угу. Вернул душу во время сна. Мне здесь имамы еще говорили, что шайтан, например, мы не видим, потому что он очень страшный. Если, говорят, реально люди будут его увидеть, они будут бояться, потому что настолько он уродство высшей степени, можно сказать, настолько он уродлив, что если люди будут это видеть, они будут просто, реально не смогут нормально жить. То есть можно даже, в принципе, потерять свой разум. Это правда? Даже когда ангел Джибриль, алейхиссалям, показался пророку Мухаммаду, да благословит Аллах и приветствует, он его описал. Он был таким большим и величественным, не в смысле страшным, пугающим, а пугающим своим величием, что его 600 крыльев заполнили место, говорит, между небом и землей и горизонтом. То есть это действительно величественное творение Аллаха, ангел Джибриль, алейхиссалям. А это шайтан, допустим, да, уродлив, да, некрасив, но мы должны еще понимать то, что, может быть, разговор идет об Иблисе как личности или все-таки о шайтане. А шайтаном может быть даже красивая девушка. Может шайтаном быть даже друг, который тебя склоняет к употреблению алкоголя. Потому что слово «шайтан», оно это не существительно. Это васф, это описание от слова «шатана», «пильмерде». То есть выходит за границы дозволенного и как бы бесчинствует. Это описание шатана. Поэтому и есть в хадисе посланника Аллаха такое, что если женщина оденется, будет пользоваться благовониями, оденется красиво, чтобы совращать взгляды мужчин на себя, то это шайтан. Она не почувствует запах рая от своего деяния. То есть в этом образе она как раз становится шайтаном. И это не всегда такой волосатый, там, ушастый с хвостиком на копытах. То есть шайтан – это все неблагое, все, что отстраняет тебя от подчинения твоему Господу. Шайтаном может быть и человек. Поэтому Равиль Эфенди знает,
Последняя сура из Корана какая? Аннас. Аннас. И заканчивается каким аятом? Миналь джиннати ван нас. То есть мы прибегаем к Аллаху к его помощи от всех шайтанов из джиннов и людей. А мне вот такой вопрос. А это правда, что пьяные люди в опьянении могут видеть потусторонний мир шайтанов, джиннов и у других вот этих вот существ? Или это все-таки миф? Я не знаю подтверждения этому в религии, но у них, наверное, все-таки от алкоголя. Не зря же говорят, там белочка пришла, они видят вообще там то, что в сознании проецируется уже, может быть, там на корку и на зрачки, не знаю. Ну, вряд ли им дает какое-то преимущество видеть всех этих обитателей. А вот если, допустим, человек был всю жизнь грешником, там и пил, и плохие дела делал, но вот месяц Рамадан, он умер, допустим, ушел в мир иной. Это правда, что грехи прощаются, или это все-таки миф? Если он осознанно подошел к смерти и истребовал покаяние у Бога. То есть сам факт умирание в Рамадан ничего абсолютно не значит. Благая жизнь для благого человека, согласен. Но только из-за того, что он в Рамадан умер, ему просили все грехи, никогда такого быть не может. Аллах справедлив. Спасают те, которые идут к спасению. И есть хадис от посланника Аллаха, салям, то, что человек может в этой жизни совершать деяния обитателей рая. И когда останется до смерти расстояние примерно с локоть, то есть очень короткое, зира, то будет предшествовать тагдир, будет предшествовать предопределение Бога, и он начнет совершать деяния обитателей ада и войдет в ад. То есть, обратите внимание, он не назван тут человеком рая, человеком ада, по деяниям. И наоборот, тот человек, который при жизни совершает деяния людей ада, до того, как его настигнет смерть, начнет совершать деяния людей, обитателей рая, и Аллах его в рай ведет. Поэтому мы не можем при жизни никому сказать, ты будешь в аду или ты будешь в раю. Мы можем сказать, это деяние из деяний обитателя ада, будь внимателен. Или, о, машаллах, молодец, ты совершаешь деяния из деяний обитателя рая. Но печать поставить, где он будет, мы не можем. И тем более, вы представляете, что сколько сахабов-то приходили к исламу, а до этого были неверными, даже воевали с мусульманами. Но Аллах принял их покаяние, они умерли шахидами, они умерли благими людьми, вот, и попали в рай. И любой человек, на какой бы стадии греха он не был, у него всегда есть возможность покаяться и уверенность в том, что Бог его примет. Это человек не готов их простить, человек не готов принять. Я один раз, когда у себя в поселке, не в поселке, в районе, пытался в одну деревню уговорить одного товарища стать имамом, потому что все отказывались. И когда он уже согласился, и мы шли в мечеть, чтобы собрать собрание, там сказали, говорит, это что ли имам будет? Да мы с ним, говорит, и село своровали, мы, говорит, с ним, говорит, и столько там прожили, говорит, и что, он сейчас мулла станет? Я смотрю, товарища уже рядом нет. Я, говорит, не буду имамом у этого, говорит, населения. То есть Аллах готов простить любой грех, лишь бы человек исправился. Но именно человек не готов отпустить. Этот, что ли, намаз начал читать? Да он же там пил. Или это на хадж, что ли, поехал? Что, в рай захотел? А он же там воровал. И именно люди не готовы своей ревностью отпускать других. Зато сами просят у Бога. Ну, Бог, ну, прости меня. Ну, оступился. Ну, был я грешен. Но ты же великий, ты же милостливый. И в отношении себя они просят милости. А в отношении других они просят справедливости, как бы, да, мощи Господа, чтобы он их наказал. Вот это человеческий фактор. А вот если, допустим, человек вот всю жизнь жил такой простой жизнью, грешил там, вел такой образ жизни неплохой, и чувствует, что вот уже скоро ему уходить из этой жизни, и вот он решил покаяться перед Богом за все грехи, вот ему... Он будет прощен Господом, попадет в рай? Или все-таки его вся предыдущая жизнь станет тем грузом, который его потянет вниз? Ему предписано все, что предписывается всем людям. Умирать в покаянии, умирать в лучшем мнении о своем Господе. Аллах сказал, я такой, каким раб меня себе представляет.
Грешный человек будет уже понимать, что Бог его встретит как бы судьей и прокурором. А как бы благой человек, он уходит к милости Божией, как к своему заступнику, как к обещающему прощение и покою. Поэтому какой бы человек ни был грешен, в хадисе упомянуто, даже если его грехи будут наподобие пены морской и как бы будут объемлять весь мир, это нисколько не принесет как бы непочтение, не то что непочтение, не убавит мощи и силу Аллаха. И какой бы человек праведный был, он своей праведностью не прибавит почтения Богу. Вот. Все решает именно вот последние, условно говоря, дни, последние моменты жизни. Человек успел покаяться, Аллах его будет судить. Он может ему простить все, что было в отношении него, но люди будут приходить на тяжбу с ним и просить у этого человека то, что в отношении них он задолжал. И тогда он войдет в рай, может быть, но через ад, очистившись, полностью сняв с себя все как бы обязательства через наказание, он может войти в рай. А если, допустим, это грешник умер мученической смертью, ему это и не успел покаяться, получается, он уже не попадет, да, не сможет попасть в рай? Здесь я боюсь взять на себя ответственность и отвечать, что значит, что он мученической смертью умер и не успел покаяться. Обычно люди, которые идут на какой-то героический поступок, они уже как-то в особой связи с Богом находятся, делают это осознанно. Иногда, да, одним поступком можно заслужить довольство. Простой пример. Когда племя... Субханаллах, по-моему, Муса, алейхиссалям, когда он переселялся из Египта, да, тогда люди всегда носили пророков с собой. То есть у них останки пророков носили с собой, хоронили и жили вокруг этих останков. Да. То есть они раньше даже и не уходили с каких-то земель, где их пророки были похоронены. И есть такое предание, что они не могли найти останки Юсуфа, алейхиссалям. И тогда одна бабушка подошла к Мусе, алейхиссалям, и сказала: я могу указать, где захоронен саркофаг с останками, и вы, говорит, тогда сможете спуститься в путь. Но я, говорит, у меня есть одно желание. Какое? Говорит, быть с тобой в раю. И Муса отвечает: как, говорит, люди идут к этому годами, столько терпят, жертвы приносят, а ты, говорит, хочешь одним деянием заслужить, говорит, милость Аллаха и рай? Бабушка говорит: да. И тогда она показывает небольшой водоем, который осушает люди, находят пещеру и вытаскивают этот саркофаг и переселяются. То есть иногда одним действительно важным поступком можно заслужить довольство Аллаха, прощение всех своих грехов в отношении Его. Может быть, Он просит грехи в отношении других. То есть в судный день Он скажет твоему, условно говоря, тому, кого ты обидел: Равиль Эфенди, будешь ты доволен, если вот Дамир тебя обидел, я дам тебе пальму в раю, чтобы ты Дамира простил. И, конечно, человек не будет тягаться, да, и скажет: да, мне нужна пальма в раю. Вопрос не в пальме, а то, что она в раю. То есть, если Аллах видит искреннего человека, Он обязательно убережет его и от тягот судного дня. Как обещал посланник Аллаха, сказал, что если человек убережет своего брата от тягот земной жизни, Господь Бог убережет этого человека от тягот судного дня. Поэтому милость Аллаха безгранична. От вечных вопросов до актуальных поводов вы слушаете «Герой нашего времени». В Алжире тут по телевизору показывали историю про одного имама. Ему как-то приснился сон. И голос ему сказал: ты должен пойти в такой-то город, найти такого-то человека и сказать ему, что для него райские просторы открыты. Ну, имам так что-то к этому не уделил этому внимания. И вот на протяжении недели, второй, ему один и тот же голос приходил каждую ночь и говорил: ты должен пойти туда-то, туда-то, найти такого-то, такого-то, и сказать ему, что райские врата для него открыты. И в итоге он пошел, собрался в путь, и путь был длинный, через всю страну, и вот он, дойдя до этого города, нашел там местного имама и спрашивает: скажите мне, где вот такой-то, такой-то живет? И что это вообще за человек? Ну, имам такой говорит: ой, говорит, это вообще пьяница, вообще зачем он вам нужен? Да вот, говорит, мне сказали, что
Для него рай, оказывается, открыт. Вот мне просили это передать. И мама так удивился. Говорит, как такое возможно? Он же вообще нигде не работает, не просыхает вообще. Это же самый последний человек вообще в нашем городе. Какой ему там рай? Ну, я, говорит, не знаю. И мама говорит, я, говорит, пойду, скажу ему, мне велено сказать. Каждую ночь мне приходит и требует, чтобы я это сказала. И, в общем, он находит этот дом, стучится, и выходит этот мужчина с перегаром таким, такой пьяный. И мама говорит, ты такой-то, такой-то? Он говорит, да, это я. Вот я, говорит, такой-то имам из такого-то города. В общем, ситуация такая. Мне просили тебе передать, что для тебя райские врата открыты. Ну, тут мужик, конечно, пьяный, вообще не понял. Ну, он, конечно, пригласил его домой. Типа, в общем, давайте, проходите там, раз уж пришли с дальней дороги там. И имам вот в разговоре его спросил, вот скажи, пожалуйста, вот я пообщался с жителями твоего города, вот никто ничего хорошего о тебе не говорит. Все тебя только проклинают, ругают, говорят, что ты там только пьешь, воруешь и делаешь всякие безобразные вещи. Вот скажи мне, вот мне приснился сон, вот явно это как бы воля Всевышнего. Как ты считаешь, чем ты заслужил рай? Ну, мужчина так думал, потом говорит, ну, может, потому что я усыновил 5 детей своей сестры, которая умерла в автокатастрофе, теперь они живут со мной. Вот как бы такой вот у него был ответ. То есть эти дети жили с ним, несмотря на все, что как бы он жил тяжело, он взял их. Никто, говорит, не хотел их брать к себе, а я, говорит, их себе забрал. Может быть, говорит, из-за этого. Вот такая вот история. Ее показывали по телевизору. Знаете, для меня это была такая история. Не суди, да не судим будешь. Никто никогда не знает, кто попадет в ад, кто попадет в рай, только Аллах знает. Такая вот история. Согласен. И я очень бы хотел, чтобы эту историю приводили бы, понимая педагогический посыл. То есть ее тоже нельзя рассказывать везде. Люди могут воспринять ее как разрешение все делать, пить, гулять, если у тебя там какое-то благо есть там, да, в закормах. Вот. Ее можно говорить тем людям, кто благое дело сделали, но не вытягивали немного, вот, не смогли там оставить какие-то грехи и успокоить их близких родственников. Он же такое делал, дай Бог, он в раю. Но если мы будем говорить эту историю людям, условно говоря, кто грешит, они могут ее взять себе оправданием. И успокоиться. Ага, я садака давал, в хадж уже ездил, ну что, ну буду пить там, буду гулять, допустим, буду обманывать. Я же в хадже был, за хаджи рай обещан. Вот, поэтому здесь, как говорят, закон, что дышло, да? То есть вот эта история тоже как дышла, как ее повернуть. Не дай бог, ее люди возьмут себя оправданием и перестанут бояться последствий своих грехов. Слишком много будут надеяться на совершенное благое дело. С имамом Абу Ханифой тоже был подобный случай, что он увидел, как один человек, умер один человек у него в Махалле, его позвали хоронить его. А он его нигде толком не видел, на больших молебнах, там, где-то в благодеяниях. А он был занят, он же ученый, он был занят преподаванием, и он посчитал, что его работа сейчас важнее. И сказал, нет, не могу пойти. И во сне он видит этого человека, бедолагу, который ему говорит, хвала, говорит, Аллаху, который не сделал рай в твоих руках, Абу Ханифа. И Абу Ханифа просыпается в шоке. Ему насыхат делает какой-то простолюдин, простой человек, на похороны, джаназа которого он посчитал себя вправе не пойти, потому что занимался другими делами. А он говорит, хвала Богу, что не в твоих руках рай, Абу Ханифа. То есть учитель, он немного в шоке. И он спешит домой к этому человеку поговорить со вдовой. Кто был твой муж? Она говорит, а что тебя? Говорит, он во сне ко мне пришел и как бы сделал мне насыхать. Я от его статуса, говорит, как бы удивлен, что он таким статусом обладает. Что он делал? И его супруг говорит, я не могу сказать, что он что-то большое делал. Просто каждый раз, когда он возвращался с пятничной молитвы, он заходил в дом к одному сироте, кормил его сладостями и гладил по голове. И тогда Абу Ханифа понял, да, что не только есть же много людей, которые очень искренне в молитвах, но очень нечистоплотные в договорах. Есть люди, которые очень хорошо Бога поминают, но врут.
людям. Понимаете? А есть люди, которые втихаря делают такие благие вещи, и практически он завещал отца ребенку. Просто из-за сладости ребенку внимание и погладить по голове, посидеть, пообщаться, мужское внимание. Представляете, человек с того света говорит Абу Ханифе, что хвала Богу, что не в твоих руках мой рай. Вот. Историй много таких. История с пьяницей-то она, в принципе, хорошо закончилась. Да, это такое было для него назидание. И, конечно, потом встал на праведный путь, да, то есть бросил все эти как бы свои дела, грехи и так далее. Ой, Мне да, кажется, это тоже такой некоторый формат исправления человека, наверное, тоже в какой-то мере, наверное. Есть много таких историй же, да, тоже скажи вот то-то, то-то, сделай то-то, то-то. Или, в принципе, Аллах может послать какого-то человека для исправления, да, и так далее. То есть это тоже такой метод любви Аллаха к своему рабу. Согласен. И тут получается уже не просто какая-то перспектива загробной жизни, в которую нужно верить. Тут уже постфактум сообщает, что у тебя, у Бога заготовлен рай. И человек уже от осмысления, что Бог им доволен, и осталось-то совсем немного, просто оставить Бога противное деяние, конечно, он с любовью к Богу запретит для себя вот эти постыдные деяния и уже при жизни станет, условно говоря, обитателем рая. Очень важно, видите, от отношения к смерти, от отношения к загробной жизни строится наше мировоззрение, наш социальный уклад, даже политический уклад строится в зависимости от того, мы верим в Бога или нет, мы верим в воскрешение или нет, мы верим в дальнейший расчет или нет. И даже когда Умар подошел к пророку Мухаммаду, да благословит Аллах и приветствует, когда он говорил то, что есть такое понятие, как сакратуль маут, агония смерти, то есть всех эта смерть настигнет. Он подошел и спросил всего лишь один вопрос. Говорит: о, посланник Аллаха, скажи, говорит, агония смерти повредит нам рассудок или нет? Или мы будем в могиле, говорит, с ясным рассудком? Пророк сказал: вы будете в загробном мире с ясным рассудком. Умар сказал: тогда, говорит, нам нечего бояться. То есть тот человек, который в этом мире осмыслил смерть, воздаяние, милость Бога, ад, он в спокойном, скажем так, состоянии умирает, и, находясь в рассудке, он прекрасно понимает, что он способен дать отчет за все свои деяния. А не так, допустим, кто-то зашел, там, начальник в кабинет, и ты обомлел просто, не можешь даже свое имя вспомнить. Нет, такого не будет. Как бы страшная смерть ни была, но Аллах укрепит сердце верующего и его язык в ответе на 3 вопроса, на экзамен могилы. Поэтому, да, человек будет в ясном уме находиться в загробной жизни, в ясном уме он будет воскрешен, будет не просто смотреть, но участвовать во всей цепочке событий судного дня и войдет в ад и в рай, прекрасно понимая, кто он, откуда он, свой жизненный путь, увидеть своих родственников, прапрапрадедушек, праправнуков, со всеми будет он знаком, то есть человек будет в полном адеквате. А вот такой вопрос есть. День страшного суда, как долго он будет длиться? Ну, в Коране написано, что он будет длиться 50 тысяч лет, и прям аят конкретно «Мекдаруху хамсина альфасана», то есть его протяженность 50 тысяч лет, чтобы все успели потяжаться между собой. То есть человек будет обязательно встречаться со всеми, с кем имел какие-то договорные отношения, родственные отношения, хотя бы даже мимолетный какой-то контакт со всеми. И ведь удивительно то, что даже отношение к смерти у людей разные. У некоторых есть страх перед смертной агонией. Они просто боятся умирать. Они могут не верить в загробную жизнь, в расчет, но они просто боятся умирать, потому что не с чем сравнить. Некоторые боятся умирать, потому что остановится их дело. Родственники. У меня был такой случай, когда одна соседка бабушка умерла, и как раз был период, картошку убирали в огородах. И 2 соседки стоят, говорят: смотри, говорят, Багали, ты смотри, говорят, умерла, даже картошку не собрала. Так, говорит, на нас оставила. То есть, понимаете, люди боятся, что уйдут из этого мира, не доделав, не поставив детей на ноги. То есть у них боязнь оставить этот мир страшнее. Других людей, уже верующих, заботит, а как меня Господь будет судить, надо подготовить, садака дать, там, покрывало, саван, чтобы похоронили нормально. То есть этому человеку важно быть правильно похороненным. Важно правильно умереть. Ведь есть еще отношения, смотрите, есть правильная смерть,
Есть хорошая смерть, есть достойная смерть, есть постыдная смерть, есть неправильная смерть. Ведь человек будет воскрешен именно в том состоянии, в котором умер. Пьяницы будут воскрешены пьяными, самоубийцы будут воскрешаться и вводиться в то же наказание, через которое они ушли из жизни. Когда паломник умирает, посланник Аллаха сказал: не оборачивайте в кафан, в храм их головы. То есть не закрывайте. Они воскреснут в судный день и будут идти лябейк Аллахумма лябейк, лябейк ля шарика ля лябейк. То есть они будут идти, как будто хадж продолжает делать. Тальбии будут делать. То есть наше состояние смерти, оно очень важно, как мы воскресимся. Поэтому те, которые были властолюбивые, воскреснут с фараоном. Те, которые были корыстные и богатые, воскреснут с Каруном. Те, которые благие были, праведнее, они воскреснут с праведниками в их среде. Та жизнь – это реально прямое продолжение этой жизни. А скажите, а это правда, что самоубийцы, их дух как бы ждет судного дня на месте именно самоубийства, а не на могиле? Нет, в мире барзах нет такого, чтобы душа была привязана к этому и не могла уйти. Все, их отношения, их связь с этим миром заканчивается, они пребывают в мире барзах. Какое у нас есть основные сведения, но таких подробностей, что и как, может ли прийти в этот мир там, по пятницам или что, нету. Есть домыслы у людей, которым хотелось бы так думать, что они возвращаются, пытаются предупредить, там, следствию помочь, но об этом в религии нам нету довода. Есть то, что они находятся в мире барзах при своих телах. Тело разлагается, но они на могиле. Поэтому люди, которые приходят, их поминают и читают, им доставляют удовольствие и облегчение, когда мы посещаем. Вы посмотрите на погосты, на кладбища. Разве они похожи на свалки черепов и костей? Нет. Каждый погост, каждое кладбище – это как поселение наше. Есть дорожки. Ухожено все. И там тишина. Не тишина смерти. Там тишина загробной жизни. Там даже сердце по-другому бьется. Там мысли по-другому. Потому что там реально 1,5 метра под землей существует другая жизнь. И у меня был один товарищ в Питере. Он в это вообще не верил. Я один раз с ним, когда кладбище проезжал, я говорю: заверь меня, остановись. Он остановился. Я говорю: вруби музон на полную. Прямо вот у дверей кладбища. Он говорит: Дамир, ты что, с ума сошел? Говорю. Что? Да ну, говорит, тебя. Я говорю: ну ты же говоришь, нет ничего после смерти. Давай вруби музон, дверь открой, постоим 5 минут. Я подожду. Говорит: да ну тебя, Дамир. Вот, методом шока, когда просто ставишь человека перед фактом, он боится. Это как в анекдоте: покажи в небо кукиш. Не, говорит, не покажу. Если там никого нет, говорит, зачем я буду это делать? А если там кто-то есть, придется отвечать. И здесь тоже человек такой. На словах герой, да, там ничего нету, но сам не посмел вот около кладбища открыть дверь машины и музон на полную урубить. Страх есть. Врожденный страх фитри. Его сохраняет от этого. Может быть, иншаллах, человек впоследствии придет к осмыслению и придет к религии. Герои нашего времени. Говорим о том, что формирует нас здесь и сейчас. У меня вот, когда я посещаю могилы, складывается впечатление, что у каждой могилы есть какая-то своя энергетика. Кто-то спокойно лежит, кто-то, вот я прям чувствую даже какой-то жар, как будто, знаете, как будто адское какое-то пламя. То есть я просто... И вот эта нервозность могилы, она даже мне передается, особенно если я долго стою около могилы. Так ли это на самом деле, что действительно уже понимаешь, кто будет в раю, а кто будет в аду? Я думаю, тут нам Гузаль Ханум поможет в этом вопросе. Я не могу на него ответить. Ну, я бы хотела сначала вопрос задать вам, Дамир Хазрат, по поводу благочестия. Вот если человек жил неблагочестивой жизнью, там, пил, курил, совершал неблаговидные поступки, но потом он погиб, защищая там, честь семьи или же защищая родину, а что с ним происходит? Что происходит с его душой? Списываются ли его грехи? Есть канонический текст насчет этого. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи, сказал: «Мен кутиля дуня малихи фахуа шахид». Тот, кто был убит и, получается, принял мученическую смерть, защищая свое либо имущество, либо честь своей семьи, он умирает шахидом.
то есть мучеником, а с первой кровью мученика прощает все его грехи. Именно вот эта мученическая смерть, она как раз и очищает человека. Вспомните божественную комедию Данте. Что там, сколько кругов ада, чистилище находится не в аду. Оно на другом стороне, на другом полушарии. То, что и бывают люди, которые через чистилище проходят и в ад не попадают, в рай попадают. Некоторые ученые интерпретировали то, что чистилище – это именно внутренние муки, страдания, сознания, но не место в аду. И поэтому вот эти несколько секунд, условно говоря, либо просто действие героическое, оно как раз и хватает как бы выкуп перед Аллахом за все его такие эти грехи. И Господь Бог может его простить. Это первое. И во-вторых, мы уже 2 раза упоминали одну вещь. Мы всегда считаем за грехи пил, курил, врал, еще что-нибудь. Только такие деяния. На самом деле на мосту Сират, который через ад перекинут, и невозможно войти в рай, не пройдя по Сирату. Ни объезда нет, ни подкопа. Нас там будут ждать не сколько наши грехи сделанные, сколько невыполненные обязательства. Оставил намаз – грех. Неуважение к родителям – грех. Неисполнение договора – грех. Мы то, что делаем, можем сосчитать на пальцах. И, в принципе, можем покаяться. Вспомнить. А сколько мы не сделали? Тяжело собрать в мозгу. И тяжело вести учет. Поэтому нужно бояться как раз неисполненных обязательств. Их намного больше будет. Может быть, то, что ты пил, курил, это одно. А то, что ты подвел человека, либо гайбят сказал какой-то семье, и там получилась ссора, и мужчина дал талак своей супруге, и дети остались сиротами. Разве можно сопоставить это? Что-то по сравнению с твоим пил, курил, и то, что ты семью развалил. Поэтому я еще раз повторяю, что невыполненные обязательства, они иногда страшнее, чем вот те грехи, о которых мы с вами говорим. А вот правда, если так поверишь, что если человек какие-то долги взял и не отдал их в этой жизни, то потом на том свете этот человек придет и потребует от него что-то взамен, добрые поступки. Так, я отвечу на вопрос, но только после Гузаль Ханум насчет энергетики могилы. Мне тоже безумно интересно, как это можно интерпретировать. Я бы еще хотела дополнить по поводу того, что люди завидуют, люди осуждают. Я не буду называть, в каком городе, в каком районе. Допустим, в городе Н, в районе Н открылась мечеть. Можно сказать, относительно недавно. И настоятелем этой мечети назначили хазрата с темным прошлым, бывшего зэка. И люди возмутились. И я тоже стала на сторону этих людей, которые осудили. То, что настоятель мечети, бывший заключенный, совершавший преступление. Трактуйте, пожалуйста, это еще раз. Подход, посмотрите. Первое, мы привыкли, что имам – это должен быть, он не такой, но он должен быть ангелом, у него должна быть сильсиля, то есть там родословные все имамы, да, что сын не имама как будто не может стать имамом. Вот это, конечно, заблуждение. Имамы простые люди. А то, что мы хотим себе таких имамов, извините, да, мы тоже не обладаем такими скажем так, свойствами и таким багажом, чтобы выбирать себе имамов. Понятно, все, мы хотим божьего одуванчика себе. Это одно. То, что имамы тоже люди. Если же в этой местности назначили имамом бывшего зэка, может быть, он сделал такое покаяние и теперь настолько перерос в свои грехи и стал настолько набожным, что даже сын имама с ним не справится. Здесь надо смотреть на человека. Не то, что он сидел. Допустим, когда бывает такое, я общаюсь с людьми, выезжаем в поездку окормления. И до таких людей, до сильных, брутальных, бывших бандитов, до зэков, я не могу довести информацию в том формате, в котором они способны принять. А человек рядом со мной, если я его беру, который через эти 90-е прошел, он им аккуратно, достойно, учитывая их ментальность, все объясняет. И люди его слушают. Он лучше имам, чем я в такой среде.
Вот вопрос, кто его выбрал, зачем ему выбрали? Если действительно контекст такой, что в этом селе, допустим, да, вот большинство таких, значит, нужен такой имам. Если же его поставили потому, что он смог там пролоббировать себя, там, либо что-то сделать, да, конечно, это неприемлемо. Нужно знать контекст. Потому что когда у ученых спросили, какой имам лучше, они отвечали, когда мир и спокойствие, нужен добрый, богобоязненный имам. Когда смута, нужен жесткий, принципиальный имам. То есть имам к контексту. Не зря же говорят, каков поп, таков приход. А здесь наоборот, каков приход, таков и поп. И когда люди хотят себе имама, божьего одуванчика, ну подождите, а вы достойны его? Первое, вы его достойны, чтобы вам такого виндали. Во-вторых, вам с ним не сойтись. Вот представляете, был бы божий одуванчик и сказал бы, ребята, я буду в утреннем намазе читать Бакару. По пятнице мы будем читать дуа делать до самого асра. Не каждый человек, поверьте, способен вынести благочестивого имама. С ним вместе в рай идти. Это тоже тяжело. Поэтому иногда Бог дает имама в соответствии с махаллей, дает им такого, какого они заслуживают. Вот можно вспомнить фильм «Мула», который вышел не так давно на экран. Там как раз вот главный персонаж был именно из этой деревни, и он прошел тоже вот эту зону зэков и стал мулой, и его все-таки уважали в деревне. Он был своим человеком. И он любил деревню, он любил людей. Поэтому даже бандит в конце стал его прихожанином. Вот это перерождение произошло. Не сколько из-за религии, они религию только не понимали. Они смотрели на человека, как он ее держится, как он страдает из-за них. И они приняли и стали ему поддержкой. Вот что важно. И я честно вам говорю, что вопрос вот имамства, он важен, потому что многие люди хотят хорошего имама, но не могут с ним идти, не могут его обеспечить. А это, имам же во многом от махалли зависит. И Господь Бог тоже не пошлет хорошему имаму дурную махаллю, чтобы он с ними мучился. Зачем? Он пошлет ее туда, где он сможет обучать и побольше людей с собой в рай вести, чем на пальцах объяснять простые вещи людям. Туда и студент пойдет какой-нибудь. Снова вопрос, на который нет простого ответа. Продолжаем разговор в подкасте «Герой нашего времени». У меня еще один вопрос. Настолько меня затронуло ваше выступление. Но я вот слышала давно, что мусафиры, ну, вот странники, странствующие люди тоже попадают в рай без опроса. Правильно, правда это или нет? Это вот на уровне слухов, разговоров. Ну, у нас, во-первых, религия – это то, на что есть довод. Либо священное писание, аят конкретное, либо что-то из жизни пророка, его изречения, его деяния, либо его согласие с какой-то ситуацией. Вот здесь насчет мусафира вот такого нету. Да, он ближе к Богу, молитвы его исполняются, даже с него снята часть молитвы, он не полностью обязан читать молитву, сокращать ее может, совмещать может из-за тягот путешествия. Вот. И простой путешественник, если умирает, ему нету ни одного, я не знаю ни одного довода, что ему простят все грехи, только из-за того, что он в путешествии находится. Даже если в путешествии, если только в путешествии хаджа, вот там есть конкретный довод, что посланник Аллаха сказал, салям, то, что тот человек, который вышел, условно говоря, два хадиса, кто вышел на пути Аллаха своим имуществом, да, и жизнью бороться на пути Аллаха и не вернулся, все, в рай. И второе, кто вышел именно совершать умру или хадж и не вернулся домой, вот тогда ему простятся его грехи. Получается, он как бы ушел в гости к Богу, и Бог уже позаботится о нем, потому что он умер на пути к Богу. Либо во время исполнения обрядов, либо на пути к этому. А простые путешествия нету ни одного, я не знаю ни одного довода, чтобы это было таким доводом, чтобы ему были прощены грехи. И он зашел бы в рай без спроса. А насчет долга я вот отвечу, Равиль Эфенде. Во-первых, нисколько за рай и ад, даже в могиле будут проблемы. Один раз, когда посланник Аллаха хоронил человека, и
где-то после 2 дней он обернулся и сказал своим сподвижникам вот в том собрании, где сидел, сейчас, говорит, остыла его кожа. И люди спросили, а что случилось? Того человека, которого хоронили, говорит, помните, сейчас дали, говорит, долг, который он занимал. То есть вернули за него долг. И только теперь, говорит, его кожа остыла. То есть долги нужно давать до того, как похоронят. Поэтому-то и звали людей на джаназа, оповещали, чтобы пришли, во-первых, его друзья джаназа читать, во-вторых, пришли те, кому он должен, чтобы потребовать свои долги, чтобы он уже до джаназа освободился от них. Поэтому один раз посланник Аллаха сказал, когда хоронил покойного, есть ли на нем долг? И люди сказали, есть. И посланник Аллаха сказал, кто-нибудь, говорит, возьмет на себя его долг. Если я не ошибаюсь, Умар, по-моему, сказал, я, говорит, беру на себя его долг. То, что верну. И только после этого почитали джаназу. Только освободив от долгов, хоронили. И теперь, когда человек представился, умер, мы говорим мархум, то есть к милости Аллаха ушел, первое, из его средств, до того, как его средства делятся среди наследников, первое, сразу же вынимается сумма, достаточная для похорон. Отдельно кладется, выделяется сумма на возврат его долгов, и только то, что осталось, уже можно делить среди родственников. Нужно освободить человека. Поэтому с его имущества хоронят, с его имущества возвращает его долги, а потом уже делит имущество. Долг делать серьезным, даже шахиду не прощается. Шахиду, в отношении которого практически самая такая большая милость Аллаха, самое его заветное обещание с первой капли крови прощать все грехи, даже шахиды не освобождены от долга. И в судный день есть такое понятие муфлис, банкрот. И люди подошли к пророку Мухаммаду, да благословен Аллах их приветствует, и у него был такой педагогический прием. Он спрашивал их о каком-либо событии, либо о явлении, чтобы его переспросили, и он уже мог об этом рассказать. И он спросил, а вы знаете, кто такой муфлис, банкрот? Люди сказали, да, говорит, нам известно, мы же все, говорит, на торговле живем. Муфлис – это тот, у кого нет ни динара, ни дирхема. То есть тот, который не платежеспособен. И пророк сказал, нет, говорит, настоящий банкрот тот, кто придет в судный день с молитвами, с постом, с благодеяниями, со всеми благими деяниями, но он обидел одного, оскорбил второго, приступил право третьего, не давал четвертого, и каждый из них будет подходить и требовать, верни мне то, что ты у меня взял, что ты мне не додал. И человек будет говорить, у нас сегодня нету, все осталось в этом мире, в том мире. А сейчас мы, как в хадисе приходят, в чем мать родила, то есть босые, необрезанные и голые. Но тогда люди не смогут смотреть на себя. Я еще спросил у посланника Аллаха, а как же, говорит, будут мужчины и женщины на Махшар-Майдане? И пророк сказал, говорит, людей будет заботить нечто большее, чем просто смотреть друг на друга. Когда пожар, когда стены крушат, землетрясение, разве смотрит мужчина на женщину? Все просто спасаются. И здесь будет то же самое. И тогда посланник Аллаха сказал, что будут подходить и говорить, верни мне то, что ты мне должен. Он скажет, нет у меня. И тогда должник скажет, верни мне равноценное моей утрате из своего аджра, из своей награды. И человека, он уже не будет властен над своим багажом. Господь Бог будет брать у него с весов благие деяния и отдавать тому до его довольства. Второй подошел, третий подошел. И подойдет один, который скажет, ты мне должен. И человек скажет, горе мне, у меня ничего не осталось, я всем расплатился, мне нечем тебе воздать. Тогда должник скажет, тогда возьми на себя бремя из моего бремени, равносильно моей утрате. Вот с этого момента человек становится банкротом. У него закончилось все, чем он может рассчитаться, и он начал нести на себе взамен. Дать не может? Тогда возьми. Дать не можешь? Тогда возьми. И начинает на себя бремя складывать своих грехов. Тому не додал, теперь все, взял его бремя на себя. Этого оскорбил, обидел, взял бремя на себя. И вот с этого момента он становится банкротом. И это очень страшно. У меня вот такой вопрос есть. Вот после смерти человека, что же может его
восполнить его запас аджир, какие действия его близких, какое наследие помогает ему заработать аджир и саваб в загробной жизни, когда он уже ушел из этого мира? Что помогает ему в том мире загробном? Что можно сделать для него? Ему можно помочь только при одном условии. Если он оставляет за собой открытую дверь. А что это, Равиль Эфенди? Он должен уйти в вере. Если он уходит верующим человеком, то на этой земле все, что он сделал из того, что продолжает жить, приносит ему пользу. Это называется садакатуль джария. Мост построил, дерево посадил, сироту вырастил, книжку дал кому-то, карандаш подарил. Пока все это работает, пока его знанием пользуются, пока дети за него делают истигфар, все идет в могилу. Его состояние облегчается, пассивный доход им идет в могилу. Если же он сделал что-то плохое, и это плохое продолжает жить, он от этого мучается. Мы же с своей стороны, его друзья либо родственники, можем просить за него прощения, Господь принимает. Мы можем делать за него курбан, зарезать барашка, либо там корову, верблюда, мясо раздать беднякам, попросить у Аллаха сделать это благим деянием на его весах. Мы можем за него умру, либо хадж исполнить. Мы можем его долги вернуть. Мы можем прийти к людям, которых он обидел, и сказать: вот тебе шоколад, вот тебе что-то из искусственного козе. Прости бедолагу, ему сейчас и так тяжело. Прости, и он тоже простит тебя. Может быть, между вами были недомолвки. Может быть, и твои должники тебя простят. То есть мы должны стараться в этом мире, чтобы его простили те, кого он обидел, чтобы в судный день не взыскали с него. Поэтому связь с этим человеком только через Аллаха. Аллах принимает благие деяния. То есть не напрямую, а все идет через Аллаха Всевышнего. Мы ради лика Аллаха делаем благое дело и просим Аллаха подарить, не то что переслать, неправильный глагол, вахаба, то есть подарить, дать аджир от этого благого дела именно вот этому человеку. Поэтому же мы говорим багашлывы срухана, то есть воздаяние, для воздаяния, чтобы было именно душе вот этого покойного. И душа-то все получает. Но опять-таки мы не можем полностью освободить его от возмездия Аллаха, если у него были грехи. Условно говоря, умирает какой-то невежда и грешник. И там 40 имамов молятся, и пытается его в рай как-нибудь затащить либо воткнуть. Не получится никогда. Человек вкусит обязательно возмездие за свои грехи. А то, что мы делаем, это облегчение, это успокоение. Это Господь Бог смотрит, то, что за человека молится мусульмане, значит, он все-таки какое-то место в жизни занимал, был полезным человеком. Как хадис: если 40 человек придут на джаназа, то покойному простится. Есть хадис, в котором говорится, если 100 человек придут на джаназа намаз и помолятся, этому покойному простится. То есть от участия мусульман есть польза в ослаблении наказания, в поднятии тяжести с покойного. Но за свои деяния он все равно будет отвечать. В этом есть справедливость. То есть, получается, если, допустим, какой-то очень состоятельный человек, он при жизни строил мечети, школы, мадресе, университеты, приюты, и если после себя он оставил вот этот капитал и передал его в средства управления этим, то вот это все это наследие, это, которое помогает людям, да, оно будет работать на него и зарабатывать ему аджара в будущей жизни. Да, это называется садакатуль джария, то есть непрерывная милостыня. Поэтому люди после себя и оставляли вакфы. Свою машину завещали мечети. Пусть ездит, студентов возит, условно говоря, картошку привозит студентам. Свой дом завещает тому-то, либо свою одежду завещает тому-то, чтобы это работало. Поэтому на татарских маджелисах обычно что дается садака вместе с деньгами? Мыло, чистота залог здоровья, и ислам чистота половина веры. Люди пока этим мылом пользуются, очищаются, идет очищение и покойнику. И платочки. Полотенце еще. Полотенце, труд, вытер, искупался, вышел. То есть вещи должны не на полочке лежать, скапливаться килограммами. Они должны работать. Поэтому-то должен быть хороший управляющий, Равиль Эфенди, над имуществом. Если человек оставил какое-то имущество, чтобы оно не лежало где-то в сарае, либо его не разокрали, разворовали, нужно посмотреть, кого ты после себя, своей смерти оставляешь, чтобы он командовал имуществом.
Это очень важно, ведь мы, когда умираем, мы практически оставляем либо довод за себя, либо довод против себя. Мы тоже в ответе, как с нашим имуществом распределяться, поэтому мы должны его распределить по книге Аллаха между родственниками. Мы должны завещание написать. Был хадис вообще, человек не имеет права спать больше 3 дней, если у него под подушкой нет завещания. Гузаль Ханум купили iPad. Вы должны уже написать завещание. Кому-то iPad останется после вас. Чтобы ваши родственники не поссорились. Я хочу, она меня больше любила, я к ней больше в гости ходил, я ей мандарины посылал в поликлинику. Нет, конкретно должно быть. Сие будет принадлежать тому-то, чтобы избавить своих родственников от искушения. Согласна, и спасибо за напоминание. Я и задумывалась уже над этим, что потому что, как у Булгакова написано, человек смертен, и самое главное, что внезапно смертен. Поэтому о завещании нужно позаботиться уже сейчас. Это, во-первых. Ваше выступление, Дамир Хазрат, выступил жаркую полемику. И интересно, у меня еще вопрос. От вечных вопросов до актуальных поводов вы слушаете «Герой нашего времени». Вот все-таки я для себя хочу выяснить, в исламе душа сколько жизней проживает? Душа проживает одну жизнь. У нее есть дата рождения, момент рождения, и нету момента смерти. День рождения назван Яумуль Мисак, то есть когда Аллах из чресел Адама вывел все потомство, которое будет на эту землю приходить до самого судного дня, все души вывел и заставил их познакомить с собой. Спросил: «Аляста бираббикум, разве я не ваш Господь?» Он не сказал «Творец». Все души понимают, что их сотворили. То есть разве не я ваш Господь? Господь от слова «управляющий». Тот, кто определяет ваше поведение, ваши нормы, ваши ценности. Я ваш управляющий. И они сказали: «Бля», то есть да, мы принимаем твое господство, мы принимаем твое водительство. И с этого момента они начинают из чертога Всевышнего пересылаться в этот мир, в чрева женщин. И получается, жизнь первая, душа засвидетельствовала Бога, общалась с ним. Потом она посылается в чрево матери. И вот эта душа, ее ангелы приносят в чрево матери, и получается, эта душа живет в чреве женщины, в чреве человека, в зародыше. Обратите внимание, на 40-й или какой, на 120-й день, когда начинает сердце ребенка биться? Через 120 дней после зачатия, так я слышала. Вот. Да, то есть он уже отдельный человек, не часть матери, а уже отдельный человек. В нем есть сознание. Душа. И пока душа живет, понимаете, она живет своей жизнью в чреве матери, вот в теле этого маленького ребенка. Когда она в этот мир рождается, она ничего не будет помнить, что там происходило с ней. У ребенка растут руки, ноги, все, что ему в утробе не надо вообще. Питание все через мать, кислород через мать. Но он готовится, ребенок, для того, чтобы это чрево отторгнуло этот зародыш этого человека в этот мир. Он формируется для этого мира. И получается, в этот мир ребенок рождается, он ничего не помнит, что было в утробе. До каких лет он растет? До полового созревания, до осмысления. Маленький ребенок, шариат ему не предписан, он просто играет, балуется, узнает мир через игру, через выражение своего творческого потенциала, познавать, искать. Поэтому они все трогают, все в рот кладут. Они познают этот мир. И как только он достигает репродуктивного возраста, на него налагает шариат, уже душа переходит в стадию покорности и ответственности перед Богом. Но это до сих пор та же самая душа. И этот человек растет, общается и по ночам спит. Пока спит, душа находится в нем. Отчасти не в нем. Поэтому человек путешествует, общается, с кем-то видится, ругается, на Луну, на Мерседесе ездит, хотя он условно бедолага. Душа своей жизнью живет. Но человек, он просто лежит, но не труп. Захотел в туалет — встал. Затекла рука, он перевернулся. То есть физиологические процессы поддерживают как раз вот это, условно говоря, животная часть души, формальная часть. А интеллектуальная, она живет своей жизнью. Человек, допустим, условно говоря, напился, не дай бог. Опять
душа в нем, рассудок помутнен, он вроде выходит, но за собой не чувствует, ничего не, отчета не дает себе, а потом ничего не помнит. Опять та же самая душа. И когда он умирает, душа покидает тело и находится в барзах до дня воскрешения. А те ангелы, которые с этим человеком ходили всю жизнь, за ним что делали? Контора пишет. Записывали за ним. Все. Они тоже уходят. Они больше не представляются больше ни к одному человеку. Заканчивается его история. Книга дается ему в судный день, и с ним все закончено. Она не может переживать что-либо в другом теле, потому что это будет другая жизнь, другая история, другие ангелы, другая книга. Никакого круговорота в исламе нет душ. Есть жизненный путь, отрезок, за который душа отвечает с репродуктивного возраста, когда он может потом составить, до смерти. Вот за этот промежуток человек отвечает. И больше никогда в мир не возвращается. Как ангелы, которые заходят в Бейт-эль-Ма'мур, в небесную Каабу, поклоняются и уходят. С начала творения времен они это делают. Каждый день, по-моему, 70 тысяч ангелов заходит в эту дверь Каабы, выходят и никогда туда больше не возвращаются. Ведь творения Аллаха, они бесчисленны. И мудрость в их числе, и в образе, и как бы в функционалитете, она частично нам только доведена. А то, что скрыто от нас, намного больше всего. Поэтому нужно успеть правильно прожить уже в этой жизни. И если мы не сможем использовать праведно вот это время, мы будем уже отвечать. В Коране поэтому есть конкретный аят. Никто не сможет вернуться. Варахум барзахун. За ними, говорит, барзах, преграда, не могут они вернуться. Поэтому первая мольба, когда человека положат в могилу, будет раббирджиун. О Господь, верни меня. Ля'алля на'малю салихан. Я надеюсь, что я буду теперь творить добро. Первая мольба покойника, которого положат в могилу, Господь, верни. Теперь-то я уже знаю, как надо жизнь прожить. Но ему будет отвечено: за вами преграда. Человек уже не сможет ни прибавить себе, ни убавить сирить ничего. Просто он ожидает уже возмездия. Дамир Хазрат, скажите, а это правда, что они как бы умершие за нами все-таки смотрят, следят и иногда нам помогают? Мне, например, часто бабушка снится перед какими-то путешествиями, то есть по ее эмоциональной реакции, да, я вижу, поддержит она мою дорогу или нет. То есть как бы вот часто бывает, что умершие просят их навестить в могиле. Есть такое вообще? Есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, то, что ваши родственники, то есть родственные по крови, да, они сведущие о ваших деяниях, о вашем состоянии. То есть он конкретно сказал, если, то есть Аллах до них доводит. Вот посланник Аллаха, салям, он находится в жизни барзах. Но когда мы ему говорим салям, салават читаем, есть ангелы, которые от него салям нам возвращают. У них работа такая. Служба. Они служат Аллаху тем, что доводят наш салям до пророка Мухаммада, да благословит Аллах и приветствует, и его ответ доводит до нас. Он живой. И те же покойные, которые, на чьи могилы мы уходим, они ощущают наш приход, и они, во-первых, вот азаб аль-кабр, наказание могилы, это же не просто от того за свои грехи. Наказание – это азаб, то есть мучение. Мы же знаем то, что духовные истязания человека могут быть сильнее, чем физические страдания. И вот покойник, если знает, что его родственники живут в покорности Аллаху, в послушании, между собой мир, он тоже упокаивается и понимает то, что их ожидает награда от Аллаха. Как каждая мать и каждый отец хочет сам пройти через испытания, лишь бы их дети не прошли через них. Вот. А если же покойник лежит и до него доходит информация посредством ангелов, что его родственники находятся во вражде, в ослушании, вредят друг другу, он страдает из-за этого, потому что он знает, что их за это ожидает. Ведь он уже воочию увидел ангелов. Спрос в могиле прошел, ему открылась створка, либо из створок рая, и он слышит голоса и благоухание, либо открылась створка из ворот ада, и он слышит там голоса, и копоть залетает к ему в могилу. Он уже начинает существовать в контакте с тем миром.
И поэтому, да, они знают о нашем состоянии. Иногда Аллах может через них нам дать хабар. Но их слова во сне, нам обращенные, никогда не являются законом, шариатом. Если они нам сказали, иди, тому соседу морду набей, он мне денег должен. Мы не имеем права это делать. Либо иди, закопай там то-то, это сделай. Мы не имеем права это сделать. Это не шариат для нас. Может шайтан прийти в их образе. Могут они сами дать какой-то сигнал, который мы должны расшифровать. Поэтому Юсуф, алейхиссалям, обладал способностью, даром от Бога, расшифровывать сны. Их тоже нужно уметь расшифровать, а не просто исполнять. Вот. Допустим, у меня вот такой пример есть, очень интересный, ждал такого вопроса. Смотрите, когда Баязид Бустами, великий суфийский наставник, умер, интересно передается от него история. Один человек увидел Баязида Бустами во сне и спросил, что с тобой случилось в могиле, то есть как тебя в могиле приняли, такого человека благочестивого. И Хадрат Бустами ответил, пришли ангелы и спросили, о старик, что ты принес? Я же, говорит, ответил, когда кто-то достигает двери царя, не спрашивает, что он принес, скорее спрашивает, что получить он пришел. То есть даже праведный человек, когда он умирает, у него остается способность, даже не способность, дар от Аллаха, наставлять тех, кто остался. Они даже с ангелами разговаривают по-другому. Вот шейх Багдади, Джунайд Багдади, тоже такой суфийский наставник, вот у них очень много как раз передач о том, что они видели во сне своих ученых. И вот ангелы спрашивают у шейха Джунайда Багдади, рахматуллахи алейхи, в могиле, кто твой Господь? Он отвечает, мой Господь тот, кто приказал ангелам склониться перед пророком Адамом, алейхиссалям. Ангелы были ошеломлены и ушли. То есть люди, которые стойкие в вере в этом мире, они стойки и в могиле. Их не пугает величие ангелов, их не пугает сам спрос. Они там совсем по-другому себя ведут. Была одна такая аулия, бабушка. Бабушка, ее, сейчас скажу, как звали, субханаллах. Так. Ага. Субханаллах. Ее звали Раби аль-Басрия, очень известная. Вот есть в Петербурге Ксения Петербургская, по-моему. Да. На Васильевском острове церковь есть. Да, она ведь тоже иногда в мужской одежде ходила. То есть на себя просто мужскую шинель одевала, босая ходила. То есть ее считают святой, то есть отрешенной от мира. В Магрибе, в Северной Африке, был такой даже, условно говоря, культ дервишей. То, что им позволяли все делать, они были как бы святые, юродивые. В христианстве тоже такое понятие есть. И вот была такая Раби аль-Басрия. И получилось так, что после своей смерти она привиделась во сне своему родственнику. И родственник спросил, что случилось с тобой в могиле? Она ответила, пришли ангелы и начали спрашивать меня, кто твой Господь? А в могиле спрашивают 3 вопроса. Мэн раббуки, кто твой Господь, какова твоя религия, и кто был тот человек, который был послан тебе? То есть про пророка. То есть Господь, Аллах, религия, ислам, человек, посланный пророк Мухаммад. Нужно ответить. Вроде бы 3 простых вопроса, но только если человек верил и совершал деяния, у него есть способность ответить. А другие будут говорить, я слышал то-то, я слышал то-то. И ангелы будут требовать у него ответов. Понимаете, есть ангелы, у них поклонение облака двигать с дождями. Есть ангелы писать за Равилем Эфенди, за мной, за Гузалью, за Эльмирой Ханум. У них поклонение писать. Ангелы спроса, у них поклонение такое – вытащить ответы. И они стараются. И это называется азаб аль-кабр, мучение могилы, потому что они истязают, требуют у тебя, ты должен был найти ответ на 3 вопроса. И вот у этой бабушки они спрашивают, кто твой Господь? Она им, знаете, что говорит этим ангелам? Говорит, идите, говорит, к Аллаху. Идите к Аллаху и скажите ему, о Аллах, созданное тобой так обширно, и все же ты не забывал одну старуху. Ведь кроме тебя у нее никого не было. Как же она могла тебя забыть?
Она ангелов посыльными отправляет. Вот, значит, бабушка какая. То есть, понимаете, они были не от мира сего в этом мире, и они как бы не от мира сего в могиле. У них другие отношения с Господом. И много таких историй, когда, да, действительно, их смерть, она поучительна. Нужно быть таким, на такой связи с Господом. Были даже, вот у меня друзья есть со Средней Азии, они говорят, у нас были, говорят, такие старики, они просто говорили, в Аллахе, говорят, вот это будет. И это бывало. Аллах это устраивал. То есть, если этот старик захотел чего-то, либо понял, что вот так будет лучше для людей, он просто говорил, в Аллахе так будет. И Аллах это делал как бы в назидание людям, что вот этот человек, вот по его будет мнению, потому что он так хочет. Да, связь есть. Они могут нам помогать, но в смысле наставлять, предупреждать, а не так, что делать за нас нашу работу. Герои нашего времени. Говорим о том, что формирует нас здесь и сейчас. Дамир Хазрат, можно я задам еще один вопрос, перед тем, как будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу? Простые люди, да, которые не богатые, бедные, вот они тоже хотят в рай попасть. Вот какие поступки в этой жизни, какое их наследие поможет попасть в рай? Не знаю, допустим, книги какие-то, вот Коран кому-то он подарил, научил чему-то, это знание. Ну, вы про нас с вами, да, Равиль Эфенди? Да, про нас с вами, да, простых смертных, да. Во-первых, простые смертные, мы с вами, дай бог, войдем в рай на 500 лет раньше богатых. Уже хорошо. Шалла. Машаллах. Почему? Потому что у богатых ответственности больше. Во-первых, финансовые обязательства перед Богом, невыполненных, помните, я вам сказал, невыполненных вопросов намного больше, чем сделано грехов. Во-первых. Во-вторых, больше общественных отношений, договора, надежда на них. Понимаете, у них больше связей с этим миром. Поэтому на 500 лет. То есть здесь есть как бы и каноническая сторона. Бог сказал так, через пророка, значит, в этом есть смысл. И есть нечто, условно говоря, из логики, что мы можем привести доводом тоже к этому. Вот. Во-вторых, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, на каждого человека предписано в день давать садака, давать милостыню. И сколько вы думаете раз, там прям конкретно указано число? Сколько раз каждый человек, независимо от того, богатый или бедный, должен давать садака? Есть предположение? Эльмира Ханум, Гузаль Ханум? Число. Наверное, хотя бы каждую пятницу. Один раз или каждую пятницу 4 раза в месяц? Нет, больше. Каждый час? Нет? Каждый час. Вот женская логика, с ней не поспоришь никак. Ближе всех к ответу. 360. Столько, сколько сочленений в теле. Вот сколько у человека сочленений в теле, столько нужно давать садака. И удивительно то, что младенец рождается, у него сочленений больше. Но потом у него срастаются многие. Допустим, черепушка. Срастается же? Темечко. Там несколько у него. Это надо в природах. А потом они срастаются. И много срастаются. И реально ко взрослому периоду остается около 360 сочленений. Вот. И посланник Аллаха сказал, улыбка в лицо другу садака. Поднять кнут конному, да, и подать. Ты пеший, у конного упал кнут. Подать ему – это садака. Указать человеку путь, правильное направление – это садака. Помочь кому-то поклажу нести – садака. То есть человеку предписано в течение дня сделать 360 добрых дел. Как это называется в математике? Гузаль Ханум, Эльмира Ханум. Ну, если перевести на язык вет, то каждый час, ну, каждый день всю свою жизнь совершать благочестивые поступки, набирать благочестие, и вот тогда тебе уже обеспечена райская жизнь. Молодец. То есть это становится привычкой. У математиков это называется теория малых чисел. Бесконечно малые числа в итоге что дают? Бесконечно большое число. И поэтому, когда человек... А вот давайте сделаем эксперимент. Эльмира Ханум, Равиль Эфенди, Гузаль Ханум. Завтра мы постараемся целый день делать благие дела. Я готов биться об заклад, хотя это делать нельзя, что мы больше 100 не сможем сделать. У нас просто не хватит ни времени, ни рассудка, ни возможностей. Мы застопоримся где-то на 73-м, условно говоря. А представляете, 360 добрых дел делать. Это надо же научиться, это надо иметь понятие, что еще можно из благого. Кроме улыбки, там, дорогу показать. Но я вам гарантирую одно.
Равиль Эфенди, Эльмира Ханум, Гузаль Ханум. Если вы будете делать 360 добрых дел в день, через неделю у вас назовут аулия, через месяц вы станете святыми в той местности, где вы живете. Через месяц к вам будут приходить люди с других уголков земли, чтобы вас повидать, вас потрогать. То есть, а после смерти могут даже, не дай бог, уже паломничество к могиле совершать. Настолько сейчас доброта в почете, и она редка, что человек, который просто делает добро, он становится не из мира сего. А представляете, если бы каждый из нас вот соблюдал бы правила, в день старался бы делать хотя бы 360, там, условно говоря, добрых дел. Вокруг нас обстановка изменилась бы. Потому что вот это бесконечно множественно маленькие старания в конечном итоге дадут что-то, нечто большое. А ведь пророк к этому и нас и призывал быть постоянно в бдении. Поэтому даже вот в Мекке, в Медине, в лифт заходишь, там на зеркалах есть наклейка «Дакаик аль-интизар, дакаик аль-интизар, тамле би истихфар». Минуты ожидания наполни и спрашиванием прощения. Даже в лифте твои 20 секунд не стой. В нем пока поднимаешь, либо опускаешься. Хотя бы делай истихфар. Астагфируллах, атубу иляйхи, ля иляха илля, Мухаммад Расуллах. Сделай хотя бы несколько, как это называется, словословий. То есть восхвали Бога своего, попроси прощения. Не просто стой в эти 20 секунд. Поэтому больше всех, знаете, кто делает зикр вообще в Саудии? Не имамы, таксисты. Они пока клиенты ждут, все с четками сидят. Прям тык-тык-тык-тык-тык. Такое ощущение, что они прям к себе заманивают этих клиентов. Даже когда он едет с клиентом, он все равно одной рукой четки перебирает. Потом опять сидит полчаса, ждет клиент своего. Опять с четками. Я никого не видел больше с четками, чем таксистов. Ну, я с удовольствием выслушала, Дамир Хазрат, вас. И сделала вывод, что вот ислам все же это самая строгая религия, и в то же время у ислама очень много исключений, что делает ислам очень демократичной религией. И вот есть смысл, конечно, это переходить в ислам, но что мне препятствует, хотя я не помню, говорила или нет, я происхожу из семьи священнослужителей, у меня по линии отца, там 7 поколений было мулов, прадед был вообще Ахун Хазратом. Все свято верили, все свято соблюдали, и с меня это требовали с детства. Но я не соблюдающая мусульманка при всем моем почтении, уважении, потому что не совсем я согласна. Вот вы сказали, что душа проживает одну жизнь, потом она уходит, да, из земной жизни. И что вот, где они там, огромный у Аллаха, огромный iCloud, где собираются все эти души. Ну, когда-то же, хоть это и iCloud, он же переполнит это хранилище. Вот эта вот мысль мне не дает покоя. Я хочу для себя выяснить, чтобы принять какое-то определенное решение, куда мне двигаться. Ну, я уже говорила, что я изучаю на начальной стадии, изучаю Веды, древнеиндийские, и согласно Ведам душа человека проживает множество жизней. И есть такое направление в психологии, регрессологи, они это подтверждают, и я ходила на их лекцию. Вот. И каждая душа приходит на Землю для того, чтобы обрести опыт и извлечь из этого опыта уроки. И если душа, человек не извлекает уроки, он снова возвращается на Землю, его душа, чтобы пройти те же уроки до тех пор, пока он не усовершенствуется. Вот я такой точки зрения придерживаюсь. Но это исключительно мое мнение. Душа все помнит. У души 3 качества. Вот согласно Вед, 3 качества. Это бессмертие, все прощения и все знания. И состояние беспричинного счастья. Вот. Качество души.
И я слушала лекции ведических учителей. Александр Хакимов, по-моему, говорил, один из самых таких ведущих учителей ведической науки, философ, путешественник, художник. Он говорил, что души вот стоят в очереди, чтобы воплотиться на земле. Все хотят попасть на землю. Я вот придерживаюсь такой точки зрения. Может кто-то меня переубедить, сможет переубедить, чтобы я это... пока что вот я не встретила такого человека. Хотя я с большим интересом выслушала вашу беседу. Снова вопрос, на который нет простого ответа. Продолжаем разговор в подкасте «Герои нашего времени». А у нас Эльмира Ханум как раз хотела что-то сказать. Я думаю, что она как раз и начнет сейчас исправлять ситуацию. На самом деле, да, есть у меня две истории, которые, может быть, изменят мнение. Вообще, религия, конечно, очень спорная вещь. И когда 16 лет назад я приехала в Алжир, я тоже была неверующей, такой, можно сказать, светская вера, знаете, это когда вот... Я прошу прощения, перебиваю. Я верующая, я верю. Хорошо, я говорю как бы о себе, да, что у меня была такая, можно сказать, поверхностная вера, что я схожу на аш, раздам садака, в принципе, на этом моя вера, в принципе, заканчивалась. Я не читала намаз, когда я приехала в Алжир, и я помню момент, когда у меня началась трансформация, я присутствовала у нас был родственник, мальчик, который вел себя очень агрессивно, и я присутствовала при чистке этого мальчика. То есть был призван имам дал ему воду, он дал ему масло, на которое, конечно же, тоже был начитан Коран. Это был такой процесс рукья, называется здесь. Специально приглашает имама, который очищает тело человека от шайтана или джинна, который внутри. Вот. И я видела, как это происходило, что, в принципе, читал имам, как вел себя мальчик, как его там трясло. Потом его вырвало, и из него вышла какая-то такая страшная, какая-то зеленая жидкость непонятного цвета вообще, то есть. И вдруг она поползла по полу, то есть на глазах у всех. Потом мне объяснили, что там был, в принципе, внутри джин, да, и имам, не переставая, вел с ним беседу, с этим джином. Он пытался его сковать в цепи, как мне сказать, чтобы тот не убежал, потому что джины не мог быстренько убежать, как бы. И вел с ним такие воспитательные беседы. То есть, как бы, потом, соответственно, он его заковал, тот не двигался, жидкость перестала двигаться по полу, и мальчик пришел в себя, то есть стал спокойным, уравновешенным, то есть у него пошли потом дальше дела в жизни нормально. И вот в этот момент, вы знаете, это была такая некая трансформация меня, то есть я вдруг поняла, что есть другой мир, о котором мы, может быть, не знаем, не в курсе, не верим или догадываемся. И тогда я подумала, в принципе, если есть джинны, наверное, есть шайтаны, есть ангелы, значит, есть и ад, и рай, потому что в Коране, в принципе, об этом сказано. Аллах же не будет говорить одно, да, а о другом врать, да, соответственно. Вот и я начала понимать, что есть какой-то другой мир, о котором я вообще не знаю. Потом у меня была поездка в деревню мужа. У него такая особенная деревня, я ее называю особенная, но так уж получилось, что его деревня находится на земле, где захоронены прапраправнуки пророка Мухаммеда, мир ему и благословение. Да, вот так вот как получилось, со стороны по линии одной из его дочерей. Там находится 5 мужчин захоронены, правнуки. Это вообще считается места поклонения, туда даже люди приходят. Это, конечно, все ширк, вот, и сами жители не пускают туда людей, как бы. И эти дома, где захоронены, как бы там просто есть дом, в котором жили эти люди, и под домом есть могилы. Вот. И вот в один из домов я любила ходить, там такие могилки. Вообще могилки в Алжире отличаются от российских, они очень простые. Это такая, знаете, горсть земли, на которой есть какая-то табличка, и не всегда там даже имя написано. Вот. И вот мы с сыном, с мужем идем по направлению к могиле сквозь инжирные сады. Вы знаете, очень красивая там вообще природа, горная местность, на которой вот тысячи таких вот километров горных хребтов, таких шоколадных, знаете, бежевых. Вот мы подходим к этому небольшому кладбищу, где захоронены люди. Белый такой дом с виноградными лозой по дому идет, как бы такое одноэтажное строение, небольшой дом. И под домом могила,
такая, знаете, дырочка, в которой нужно внутрь зайти. Вообще сами жители очень боятся заходить в такие могилы. А мой сын, так ему было тогда 4,5 года. Мы говорим, давай, хочешь, зайди? Он такой, ну давай, пойду. И он заходит в эту могилу внутрь. Там, конечно, внутри темно. Там вмещается только один человек. Там очень узкое пространство. Вот. И он выходит обратно. Ну, мы говорим ему, ну и что ты там видел? Он такой, там был дедушка с длинной бородой и белых одеждах. Мы такие, в смысле? Ну да. И что, говорит, он тебе сказал? Мы его спрашиваем. Он сказал, как его зовут. И он произносит имя человека, который там захоронен. В принципе, мы ему не говорили, куда мы идем. Он же маленький еще. Просто муж знал, кто там захоронен, и точно его имя. Я говорю, ну и что он тебе сказал? Он сказал, салам алейкум, Мисум. То есть моего сына зовут Амир Мисум. И что, говорю, еще он сделал? Он говорит, ну по головке, говорит, меня погладил. Я говорю, а что потом? Ничего. И все. И мы возвращаемся обратно. То есть как потом я залезла в эту могилу, прочитала Аль-Фатиху. Было очень странное чувство, конечно. Вот. Муж тоже как бы зашел туда, помолился. И вот мы возвращаемся обратно. Мы идем, спускаемся с горы. И мы решили с мужем поспрашивать еще сына на тему, ну что там, подробнее нам расскажи. Нам было очень жутко интересно, как это вообще, что там произошло. Мы были в шоке, честно говоря. Мы говорим, скажи, пожалуйста, нам, а что тебе еще этот бабай-то сказал? И мне сын говорит, мам, какой бабай? Он говорит, ну тот, который в белых одеждах, с длинной бородой там. Он такой, мам, я ничего не знаю вообще, что ты тут выдумываешь? Я, в общем, пошел и побежал. И я тогда подумала, у него сразу... И вдруг ничего не помнит. То есть как будто бы, знаете, перекрыли память. То ли... Вот у меня, конечно, был такой вопрос. Вот мы с мужем задаемся вопросом, это был владелец могилы или все-таки это был ангел, посланный моему сыну? То есть что-то там произошло, то, о чем мы не знаем. То есть нам показали, мы поняли тогда, что это было настоящее чудо. Это было чудо, которое мы не смогли вообще никак объяснить. До сих пор мы задаемся вопросом, что это было. То есть наш сын показал мне, что есть какой-то другой мир. И я вообще это место очень люблю. Я люблю в этом доме находиться. Я чувствую какое-то умиротворение, необыкновенную энергетику вообще. То есть как будто что-то меня обволакивает там. Как будто все проблемы мира уходят. Вы знаете, голова очищается. И ты понимаешь, что ты не в Дуне находишься, где-то вообще в другом месте. Вот энергетика святых людей – это какая-то особая энергетика. И я, наверное, даже подозреваю, что когда едешь в Мекку, возможно, там та же самая энергетика, какая-то чистая, духовная. Мне кажется, здесь энергетика какого-то наивысшего уровня духовности. И поражаешься тому, что в таких местах почему-то голова очищается полностью. Ну и точно происходит перезагруз вообще твоей души, твое мировоззрение, отношение к миру вообще, к религии. То есть ты понимаешь, что действительно есть то, о чем мы не знаем. Но чудеса показываются людям, наверное, которые стремятся познать чудо веры, познать Аллаха. Вот таким, наверное, людям действительно будут показываться больше и больше чудес. И это тоже, так сказать, мудрость Всевышнего. Поэтому я каждому желаю, в принципе, встать на дорогу к Всевышнему с открытым сердцем, душой, не сомневаться, потому что я считаю, что если есть один какой-то факт, мы его наблюдаем, даже, в принципе, земля прекрасная, да, которую он не раз упоминает в Коране, что я для вас создал все это, то значит, наверное, есть и другое, о чем мы боимся даже думать. От вечных вопросов до актуальных поводов вы слушаете «Герой нашего времени». А насчет Гузаль Ханум я хотел бы отметить, что я вообще нисколько не переживаю за нее. А то, что у Бога мы, если будем взвешивать земными весами, мы ошибемся. Все, что находится у Бога, посмотрите, сколько книг можно поместить в библиотеку Гузаль Ханум? 5 тонн, 10 тонн, 20 тонн. Представляете, за последнее время, за последние, условно говоря, 15 лет мы поняли, что не просто в диск, просто в симку, в простой какой-то микрочип можно поместить таких 500 библиотек, в каждом из которых там по 10, по 30 тонн книг. Мы видим даже в наших человеческих условиях с нашими возможностями мы способны
засунуть информацию в микроскопические малые объемы. А то, что находится у Господа, как Он это все делает, Его просторы, где это все находится, мы не можем даже близко подойти своим осмыслением. Поэтому даже Бога можем понять только по тем качествам, характеристикам, которые есть у нас. Поэтому Он себя описывает знакомыми нам качествами: милостливый, милосердный, дарующий, прощающий. Все, что есть в нас самих. Чтобы мы Его хотя бы приблизительно поняли, какой Он как личность. А то, что находится у Него и чего мы не знаем, это намного больше. Поэтому где души ожидают своего дня, в каком измерении, Господь Бог знает, У нас просто оповестил об этом, чтобы мы были спокойны, не тревожились, дал нам минимум знаний. Условно говоря, знание прожиточного минимума. Поэтому даже о предопределении дано ровно столько, сколько нам позволяет жизнь праведно жить. И один раз, когда посланник Аллаха зашел в мечеть, там люди ругались и спорили о предопределении. И он сказал: народы, которые жили до вас, погубило как раз то, что они копались в предопределении. Вам базовые знания даны, действуйте в соответствии с ним в этом мире, а не пытайтесь их полностью переосмыслить, интерпретировать, продолжить. Нет, вам даны как, условно говоря, знак стоит, налево поворот запрещен. Не едь налево. Не смотри, с чего знак сделан, железо, а почему не из фанеры, было бы дешевле, а краска где куплена, в Икее или там. Если мы начнем изучать знак, мы не доедем до конца нашего путешествия. Поэтому человек может быть в вере, и ему не хватает только соблюдения вот этого ритуала веры. Дай Аллах, что вы к этому придете, потому что есть люди, которые совершают ритуалы веры, но от веры в них надо поискать. Поэтому все перед вами, знания у вас есть. Да. Я не выступаю, я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я не выступаю против ислама. Ну, просто вот я хочу для себя выяснить, что происходит с душой после того, как она уходит, когда человек уходит из этой жизни. Вот. Так что я не собираюсь предавать свою религию. Мне это интересно, просто я хочу знать. Чем больше человек интересуется, значит, тем больше его волнует. И меня очень заинтересовал рассказ Эльмиры. Это называется имам, который изгоняет дьявола, сатану из человека, называется экзорцисты. Многие, кстати, ходят как бы методом от противного. Сначала знакомятся с бесами, что они есть. И раз уж бесы есть, значит и Бог должен быть как неизбежное. И начинает уже связь с ним устанавливать. По нашим темам мы легко так прогулочным шагом прошли по всем темам. Да, конечно, остались некоторые открытые вопросы, которые мы не успели сегодня обсудить, но я думаю, мы их оставим на потом. А сейчас мы будем тогда заканчивать наш эфир. Спасибо большое огромное вам, Дамир Хазрат, за такие интересные объяснения и рассказы. Спасибо большое, Гузаль Ханум, за вопрос. Эльмира, большое спасибо тоже за интересные истории. Я доволен сегодняшним эфиром и надеюсь, что на следующей встрече будет такой же интересный, как сегодня. Вот так вот, друзья. Спасибо всем спикерам за сегодняшнее общение. Было настолько жарко, настолько интересно. Бесконечно возникают вопросы. Можно, мне кажется, на эту тему говорить очень долго, но я считаю, что очень познавательный был подкаст. Герой нашего времени, или как мы дошли до жизни такой. Разбираем ключевые события и тренды.